а следующий материал для тех, кто любит послушать живую музыку и отдохнуть на природе в кругу верных друзей. Все это можно сделать на фестивале Sounds of Sakha, который ежегодно проходит в местности Искатын. Подробно от нашего специального корреспондента Дениса Антипина. Смотрим. Сегодня 20 июля, это означает, что я нахожусь на местности Искатын, усадьба Атласу, где проходит 5-й по счету Open Air Sounds of Sakha 2013, друзья. В этом году в фестивале Sounds of Sakha приняли участие 30 молодежных рок-групп из Якутска. Были и гости, команда из Мирного. Здесь играла самая разная музыка, заводной рок-н-ролл, тяжелый металл, со сцены звучали даже стихи. Уже 5-й год фестиваль объединяет творческую молодежь, которая не стесняется заявить о своих талантах. Как тебе вообще фестиваль? Очень интересный. Мне вообще-то всегда хотелось ездить на Sounds of Sakha. Я приехал с другом, у меня друг выступает. У меня и вообще тут друзей, оказывается, много. Я в первый раз на фестивале, я просто в шоке. Это напоминает какое-то американское мероприятие, когда вот все просто дружно, весело проводят время. Все круто! Ну, пока напоминает ИС. На Open Air очень жарко. Это еще что хорошо, что ушло солнце. До этого было нереальное пекло, плюс 27. Сейчас вроде бы капает небольшой дождик, но нам это не мешает. И людям, я смотрю, тоже. Пойдем дальше. Есть где танцевать, есть что послушать, есть где посидеть. Музыкантам есть гримерка, куда можно положить свое оборудование. Есть где покушать, замечательный джет-фуд. У нас есть где сфотографироваться, есть что посмотреть. У нас есть спорт-площадка. Ребята могут найти себе занятия, да даже просто посидеть на природе очень классно. Вот. А меня немножко не устраивает культура поведения самого зрителя. Своими впечатлениями о Sounds of Sakha поделились музыканты, которые участвуют в фестивале далеко не в первый раз. Классное мероприятие, где много народу собирается вместе и занимается любимым делом. Слушают музыку и показывают свое творчество на людях. Это очень круто. Продолжать в том же духе, например. Ну, лично для себя, как для музыканта, это опыт, так как я первый раз выступаю вот на Open Air. Развитие музыки, это все нужно, и мы рады, что нас зовут на эти мероприятия. Показать наше творчество, которое мы делаем, да, и всегда приятно, как если ты играешь, да, и люди отзываются. Черные парни ведут меня в неизвестном направлении. Я иду за ними. Я надеюсь, что я хоть что-нибудь получу. Хотя бы интервью. В фестивале есть какой-то рост и разница между ними? В организационном плане, конечно, все продумали дико. Маршрутные схемы, вернуться, приехать сюда стало вообще без проблем. Подобное мероприятие посещают музыканты со своими детьми. Сегодня у нас вот Игорь Сет. Такое ощущение, у тебя прямо трясет, ты ждешь, когда, и целый год у тебя ощущение вот этого ожидания приятное. Это такая энергия дикая просто, что хочется возвращаться и выступать именно на таких мероприятиях. А ребенку нравится? Тебе нравится? Да. Здесь также присутствует выставка, где молодые дизайнеры, художники выставляют свои работы. Каждый может подойти и посмотреть. В планах организаторов расширить рамки фестиваля, пригласить группы с Дальнего Востока, а в лучшем случае известную российскую группу. Было бы здорово, если и у наших музыкантов была возможность выезжать за пределы республики. Единственная причина, которая не дает этого сделать – финансы. В этом году фестиваль был особо затратным. Что ж, надеемся, что концертное агентство Anno Domini получит поддержку, и тогда долгожданный Open Air Sounds of Sakha выйдет на новый уровень. Ведь это событие действительно ждут и любят многие. 311 выпуск программы «Пропеллер» подошел к концу. Получайте новые знания, общайтесь с друзьями и слушайте хорошую музыку. Для вас работал дружный коллектив программы «Пропеллер». А вели выпуск мы, Вера Дронова и Александр Горбунов. Увидимся ровно через 1 неделю в это же время на этом же месте. Всем до через неделю. Пока.